важны в первой жизни именно ребенка, особенно и для малыша, потому что при рождении ребенок рождается стерильным, и когда ребенок рождается, он нуждается именно в поддержке. А именно первая поддержка это будет как раз-таки грудное вскармливание. Грудное вскармливание способствует именно укреплению здоровья самого ребенка, малыша. Именно грудным молоком передаются все необходимые микроэлементы, витамины, а также антитела, то есть иммунные клетки, которые в первую очередь, конечно, защищают первый год жизни самого ребенка, а также уменьшает риск развития, скажем, инфекционных заболеваний, уменьшает диарею, появление, скажем, запоров поносов, да, если можно так сказать, а также, так скажем, грудное молоко само, оно адаптировано именно для малыша. То есть почему? Потому что как только ребенок рождается, у него не развитый желудочно-кишечный тракт, и по мере развития как раз-таки грудное вскармливание, грудное молоко, оно помогает именно восстанавливаться. Грудное вскармливание самой женщины приносит очень большие плюсы, то есть есть большие преимущества. Первое преимущество это именно с момента рождения, если идет прикладывание груди, очень частое прикладывание груди. Как только женщина прикладывает к своей груди, у женщины выделяет гормон любви, можно так сказать, по-другому окситоцин, который непосредственно способствует сокращению матки. Сокращение матки, в свою очередь, приводит к тому, что избегает риска развития кровотечения. То есть первые недели, первый месяц обязательно нужно прикладывать к груди, и частое прикладывание к груди. Таким образом, каждое кормление идет выброс этого гормона и идет сокращение матки. Также, если год женщина кормит, то это приводит к тому, что идет профилактика развития рака рака яичников, рака, например, грудных желез, а также идет полностью перестройка гормонального фона женщины, и таким образом идет связь между матерью и ребенком. Также есть, конечно, не стопроцентно, но он подавляет овуляцию, то есть грудное вскармливание подавляет овуляцию, тем самым он не то что предотвращает, он снижает риск забеременеть снова, но не 100%. То есть некоторые могут, конечно, при грудном вскармливании забеременеть. Это все зависит от того, насколько часто вы кормите грудью. Если вы часто кормите грудью, то, конечно, грудь увеличивается в объеме от первоначального, скажем, объема. И по, скажем, окончанию именно грудного вскармливания, это может быть через год, это может быть через 2 года, да, это все зависит от состояния женщины. Грудь действительно теряет свою форму, но можно, конечно, восстановить. То есть таким образом, что идет? Первое время, как только ребенок рождается, жировая ткань отходит, железистая ткань преобладает, но после 6 месяцев потихонечку в течение года все меняется. Скажем, по прекращению грудного вскармливания полностью все меняется, но для этого потребуется некоторое время, это примерно год. В течение года железистая ткань полностью отходит и замещается жировой тканью. И именно в этот момент, конечно, рекомендуется, чтобы возвратить, конечно, не былую форму, по крайней мере, приближенно к былой форме, необходимо делать массаж, необходимо пить, например, кушать разнообразно, да, для того, чтобы поддержать, а также необходимо полностью беречь свою грудь и обязательно обратить внимание на размер, скажем, нижнего белья, которое женщина носит, потому что от размера белья тоже зависит форма груди. 100% возвратить, конечно, невозможно, к сожалению, но, конечно, приближенно к былой форме можно.
Нет, грудное молоко является всегда питательным. Грудное молоко в себе содержит все необходимые микроэлементы и витамины. Первые 6 месяцев полностью обеспечивают малыша всеми необходимыми микроэлементами и витаминами, а также иммунными клетками. А после 6 месяцев состав грудного молока также остается очень питательным. Единственное, почему мы добавляем прикорм, потому что организм ребенка, малыша растет, и грудное молоко является недостаточным, скажем, в питании, поэтому после 6 месяцев рекомендуется включать в рацион прикорм, это 2 перекуса и полное, скажем, прикорм. Природой заложено, что каждая женщина приспособлена к грудному вскармливанию. Единственное, зависит, конечно, от состояния здоровья. Если мама болеет гриппом, либо другими инфекционными болезнями, это не является противопоказанием продолжения грудного вскармливания. Женщина настоятельно рекомендуется продолжить грудное вскармливание. Если есть какие-либо заболевания, связанные с несовместимы с грудным вскармливанием, это, конечно, определяет ваш лечащий врач, например, ВИЧ-положительное или еще что-то, другие, скажем, инфекционные заболевания, либо другие заболевания, все, конечно, решается именно на уровне вашего участкового врача. Что касается именно очень мало молока вырабатывается, да, при грудном вскармливании, первый месяц жизни, конечно, у женщины сразу же молоко в достаточном объеме не выделяется, это потихонечку организм адаптируется под каждое кормление ребенка, поэтому рекомендуется частое прикладывание для того, чтобы обеспечить достаточным молоком малыша, чтобы полностью малыш насытился. Если вы не часто прикладываете, конечно, молоко вырабатывается очень мало. Таким образом, ребенок может плакать, и это может привести к тому, что то есть у женщины может развиться депрессия, настроение может падать, да? Таким образом, рекомендуется частое прикладывание, нет необходимости ждать 2-3 часа после каждого приема пищи. Если ребенок нуждается в кормлении, то есть мама должна полностью, конечно, прикладывать. Таким образом, молоко вырабатывается, и объем молока зависит от того, как часто вы прикладываете. На данном этапе нет необходимости придерживаться какой-либо диеты. Это все зависит, конечно, от состояния здоровья самой роженицы. Если нет никакой, скажем, реакции на питание, конечно, можно продолжить свое питание и до родов. А так прям это раньше было там нельзя красное, нельзя там зеленое и так далее, да. Но все зависит от состояния женщины и как реагирует на это ребенок. Но, конечно, есть такое, что молочные продукты он приводит к дополнительному вздутию живота, то есть поэтому такие вот некоторые продукты можно, конечно, потихонечку ограничить. Лекарство определяется именно лечащим врачом, вашим педиатром, можно так сказать, да, в зависимости от состояния роженицы, да, состояния матери. Рекомендуются некоторые лекарственные средства, конечно, по противопоказаниям запрещены. Это все зависит от вида заболеваний, от состояния самой роженицы или самой матери, да, поэтому этот вопрос вы можете решить обязательно с вашим лечащим врачом или же вашим педиатром. Нет, алкоголь категорически запрещено именно во время кормления, потому что это все приводит к тому, что то полностью тоже через молоко может передастся, и состояние роженицы тоже может привлечь за собой некоторые риски. Поэтому алкоголь категорически запрещена именно во время кормления и во время беременности, поэтому настоятельно рекомендую совсем не употреблять алкоголь. Если
Если у вас питание состоит из разных разновидных продуктов питания, если вы придерживаетесь всеми принципами здорового питания, например, сейчас сезонные продукты очень много, да, и овощи, и фрукты, если вы употребляете в достаточном количестве, то нет необходимости принимать дополнительно витамины, минеральные комплексы. Также просто рекомендуется во время кормления улучшить свое питание и больше гулять, придерживать свое здоровое, скажем, состояние здоровья. Не рекомендуется вообще употреблять дополнительную молочную смесь, то есть коммерческую смесь. Почему? Потому что грудное вскармливание, если вы придерживаетесь изначально грудного вскармливания, постарайтесь придерживаться до конца, обязательно, исключительно до 6 месяцев. Рекомендуется до 2 лет грудное вскармливание, но первые 6 месяцев, первый год, точнее первые от 0 до 6 месяцев, конечно, рекомендуется только исключительно грудное вскармливание. Не смешивать с дополнительной смесью, больше прикладывать к груди, таким образом вы обеспечите достаточное количество материнского своего молока для своего ребенка. Почему? Потому что молочная смесь она может привести к различным реакциям организма малыша. Это может привести к запору, либо наоборот к диарее или расстройству желудочно-кишечного тракта. Таким образом у ребенка появятся проблемы. Поэтому рекомендуется только исключительно грудное вскармливание от 0 до 6 месяцев. Пропадает молоко именно по разным причинам. Это может быть и на генетическом уровне, да, лактация может быть. Молоко может потеряться только в связи с гормональным фоном, в связи с психологическим, скажем, состоянием, да. Это может быть, скажем, стресс, это может быть депрессия и так далее. То есть все зависит от состояния самой матери, а также нечастому, скажем, прикладыванию. Например, у некоторых, идет смешанное, скажем, питание, да, больше. Если вы даете больше коммерческого молока, конечно, молоко ваше грудное потихонечку уменьшится. Поэтому рекомендуется только исключительно грудное вскармливание первые 6 месяцев. И таким образом вы можете придерживать тот объем молока, который у ребенок нуждается. Также как можно восстановить? Восстановить можно именно только частым прикладыванием, не ждать 2-3 часа между приемами пищи. Прикладывайте грудь по мере, скажем, требования самого малыша.